понимаете, вот как писались эти истории? Все эти истории взяты из личных дел госпиталей Санкт-Петербургского военно-медицинского архива. И за каждой историей это абсолютная правда. Единственное, что я сделал, конечно, я их литературно переработал, вот, чтобы дать им удобную форму, чтобы они читались хорошо, потому что они были написаны военным языком. Но, тем не менее, канву, цитаты я сохранил полностью. Вот меня очень часто спрашивают, а почему у одних госпиталей номера 44, а у других 1370? У других 30-е номера, то есть тройки начинается. Самое главное здесь всегда играла роль в военной медицине первая цифра. Первая цифра говорит о том, что это армейский госпиталь. И он прибыл отсюда с фронта, номер 1. Вот, давайте дальше. А вот здесь, видите, 44-44. Это эвакуационный госпиталь. Число 4 означает, что госпиталь сформирован в республике на базе учебного заведения, училища, значит, школы, высшего вуза, гостиницы и так далее. То есть принадлежность его указывается, что он в гражданском здании сформирован наркомздравами республики. Смотрите, есть цифра 3, а есть цифра 2. Цифра 3 означает, что госпиталь прибыл из западных районов страны. Цифра 2 означает, что госпиталь прибыл из южных районов страны. Вот, чтобы вы знали. То есть, а первое это армейский госпиталь, цифра 2 это южные районы страны, цифра 3 это значит, западные районы страны, а цифра 4 это непосредственно на месте сформированные госпиталя. Госпиталь 44-44, как сортировочный, был организован на 100 коек наркомздравом Таджикской СС в Сталинабаде в ноябре 1941 года. Двухэтажное здание средней школы, выбранное для госпиталя и находящееся поблизости от железнодорожного вокзала, было вполне подходящее. Высокие, светлые, большие комнаты, удобное расположение. Это начальник госпиталя отчитывается перед своим руководством о работе. Обогревалось здание центральным отоплением. На первом этаже было оборудовано 2 пропускника. Каждый пропускник имел 12 душевых. За первые 3 года войны было мало дней, когда санитарные поезда не прибывали. Они, как правило, прибывали ежедневно, а иногда по 2-3 в сутки. Особенно напряженное положение было во время наступления немцев под Москвой. Работа в госпитале, вот это очень важно, проводилась следующее: прием раненых на ВСП, военно-санитарный поезд, распределение их по госпиталям Сталинабада, санобработка, перевод раненых из одного госпиталя в другой по профилю. В неотложных случаях с невыясненным диагнозом раненые госпитализировались на месте и по выяснении последнего направлялись в госпитали с соответствующим лечебным профилем. По мере необходимости оказывалась активная хирургическая помощь. То есть заранее уже выезжали в Ригар, в Чептуру врачи и встречали поезда на тех станциях. Согласно этим данным, сортировали раненых и больных уже в поезде. Каждому из них на руки выдавался номер госпиталя, куда он направлялся. За все время пользовались лечением в госпитале 3000 раненых. Уволено из рядов РККА по инвалидности 859 человек. Из них умерло 8 человек. В ряды выписала часть 778. Я вот хотел бы вам еще сказать, вы знаете, а что такое был Сталинабад? Сталинабад это был глубокий тыл. А на фронте было такое, ну не поверили, это быт. Чем тяжелее ранение, тем дальше в тыл. Тем дальше в тыл. И кого везли в Таджикистан? А это самый далекий госпиталь. Самый далекий. Самых тяжело раненых. Эшелоны шли один за другим. И, ну, по сути дела, медсестры, врачи, они практически даже не спали. День и ночь они работали.
Это был адов труд. И книга, конечно, я вот должен вернуться к началу, посвящена именно медицинским работникам. Медицинским работникам, которые, ну, по сути дела, совершили подвиг в годы Великой Отечественной войны. Понимаете? Ведь одно дело, как говорится, сражаться на фронте, одно дело выполнять специальное задание, а другое дело лечить все эти последствия. И это тоже подвиг. Я хотел бы сказать несколько слов о первой республиканской больнице. Эта больница, она была построена по проекту Стефана Лукича Анисимова. Значит, она до конца войны все корпуса не успели достроить. Вот. Но главный корпус ее, вот, который с двумя полукруглыми ризолитами есть напротив пятиэтажного, был достроен. Вот как раз раненого бойца, военнослужащего Красной Армии осматривают врачи госпиталя. Более 100 профессоров, докторов наук приехало сюда, в Таджикистан, в годы Великой Отечественной войны. Мне хотелось, чтобы вы обратили внимание, какие люди работали. Александр Ефимович Мангейм, получивший образование в Париже, ставший основателем кафедры госпитальной хирургии в Душанбинском мединституте. Вот он сидит в первом ряду, слева второй в очках. И Самуил Аронович Рейнгер, советский рентгенолог, основатель Отечественной научной школы, доктор медицинских наук и профессор, лауреат Ленинской премии. Вот он сидит рядом с ним сразу за Мангеймом. Вот. Дальше идет профессор Бухман, ну и другие. И вот посмотрите, это люди, которые работали у нас в первой городской больнице. Вот это врачи, которые оперировали наших раненых. Давайте дальше. А вот это, значит, фотография как раз времен войны. Это фотография, вот слева, это военврач третьего ранга Никитина, а это Николай Никонович Кучак, тоже один из первых хирургов Таджикистана, заслуженный врач республики. Могила его находится на нашем кладбище. Вот, кстати, уникальная фотография из газеты «Коммунист Таджикистана». Посмотрите, уникальнейшая фотография. Это 1944 год. Проводы, значит, бойцов, которые, ну тут, видимо, офицер стоит, военнослужащий, скажем, которые получили лечение. Даже видно, вот эти вот двери, они сохранились. Я был в этом госпитале. И вот представляете, вот все сохранилось до 2006 года, все было. Это как раз фотография 1944 года. Ну, что говорить, в годы Великой Отечественной войны к нам было эвакуировано 100 тысяч. Очень многие раненые остались. Особенно инвалиды. Ну, куда им было? Многие вот так и остались в Душанбе. Вот перед вами с пояснениями Константина Петровича, это раненые, которые учились сапожному мастерству. Их нужно было реабилитировать, дать специальность. Кроме этого, из них делали и водителей, и электромонтеров, сантехников. Ну, даже как швеи они работали. Нужно было, чтобы люди нашли себя, потому что, ну как вот, человек абсолютно без ног. Вы видите, все на это сказали. Это школа Джамуати, значит, станции Чептуры. Вот посмотрите, это один из первых ЭВК-госпиталей. История. Линия фронта приближалась к Москве. 15 ноября 1941 года почти под непрерывной бомбежкой ЭВК-госпиталь 2949 срочно по приказу грузится в состав. Спешно отгружено все имущество госпиталя. На основании полученного приказа убываем на станцию Чептура Сталинобадской области Шахринавского района. 14 ноября 1941 года ЭВК-госпиталь прибыл на станцию Чептура. Для размещения госпиталя было предоставлено помещение новой районной средней школы. Погода стояла плохая, снег, частые дожди. Все превратило в дороги в непролазную грязь. Но районные организации и колхозы Шахринавского района сразу взяли шефство над госпиталем, снабдив его самым необходимым инвентарем. Исправили дорогу, сделали канализацию. Питание раненых, кроме положенных норм, пополнялось за счет щедрых подарков колхозников-таджиков.
Эта фотография сделана в 1970 году. Это на аллее Славы Душанбинского кладбища. Вот. И посмотрите, вот таких вот обелисков было больше 100 штук. Больше 100 обелисков, 100 надгробий, там, где были захоронены наши солдаты. Но в 1975 году было принято решение перезахоронить часть военнослужащих в Парке Победы. И, конечно, знаете, ну, здорово, что так сделали, а оставшихся, как бы про оставшихся забыли. И тех, которых там похоронили, собственно говоря, безымянными. Документы в годы гражданского противостояния сгорели. И теперь у нас фактически не осталось фамилий, кто где захоронен. И вот когда я начал поиски, и предложил командованию 201-й военной базы, а давайте все-таки начнем, восстановим это все. Вот давайте следующую фотографию. И вот мы обнаружили вот такие обелиски, как видите, да. Это мы уже чуть-чуть их начали после ремонта, они в землю были втоптаны и так далее. Ну, совершенно был неприглядный вид. Вот этой аллеи не было. Невозможно было пройти. Это, ну, джунгли это мягко говоря, тугаи тоже мягко говорят. А вот с течением времени эта работа затянулась практически на 5 лет. И огромное спасибо посольству Российской Федерации. Вот я, знаете, лично скажу, лично Игорь Семенович Лякину Фролову. Все это зафиксировано в книге. Здесь есть список военнослужащих, которые захоронены на нашем кладбище, но это не полный список. Полный список включает более 80 бойцов, и он у меня есть. Вот. Но часть мы дали, чтобы вы увидели все города, села Советского Союза, все республики, в том числе Россия, Белоруссия, Украина, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край, Дальневосточный край, Владивосток и так далее. То есть вся биография, я всегда говорю, вот когда, знаете, как называется улица, которая проходит через все кладбище? Второй проезд Дружбы народов.